Биотехнологии и геномные исследования обсудили молодые ученые в формате медицинского кафе с участием главы региона Айсена Николаева. Встречу приурочили к предстоящему Дню медицинского работника. Праздник в этом году отметят в это воскресенье. Команды представили свои разработки в области геномной медицины, репродуктивных технологий, биобанка и иммунотерапии в онкологии. Одной из тем обсуждения стал новый проект, который заключается в настройке клеточного иммунитета против опухоли. Сейчас исследования находятся на испытании в лаборатории. Проект «Коллаборация с местным технопарком и западными коллегами». По словам ученых, внедрение такого метода лечения возможно в течение 50 лет. Проблема онкологических заболеваний в мире вообще стала приоритетной. Так? Это связано и с повышением продолжительности жизни людей, и как раз вот более таким из-за этого распространением онкологии. Сегодня у нас уже в республике онкология номер 2 после сердечно-сосудистых заболеваний становится причиной смерти. В прошлом году у нас, если я не ошибаюсь, 1338 смертей от онкологии. Вот. Но самое страшное не в том, что это, конечно, это большая страшная цифра, а в том, что каждый 10-й из этих людей умер, не зная, что у него онкология. Диагноз ему был поставлен посмертно. Вот. Это значит, что, еще раз говорю, людей лечили, и лечили не от той болезни, от которой они умерли. Это вообще трагедия для нашего здравоохранения. Мы вот эту цифру, когда мы занимаем предпоследнее место в стране по выявляемости рака на ранних стадиях, конечно же, должны с этой позорного места, конечно, должны буквально в этом году уже уйти. И вот те акции, которые мы устраиваем, благодаря и Ольге Валерьевне, Минздраву, онкодиспансеру, конечно, мы должны будем их продолжать для того, чтобы на самом деле, еще раз говорю, раннее выявление рака для нас должно стать приоритетом.